Хороший, интересный матч был. Обе команды сыграли, считаю, достаточно хороший футбол с обилием моментов. Единственное, что нам не хватило в этой игре, это точного удара. Моменты были, хорошо мы провели первый тайм. В начале второго имели 100% возможность забить. В общем-то, все, чего нам не хватило, это забитого гола. Я думаю, на гол-то мы наиграли. Ничего не остается, как работать дальше, готовиться к игре с Брестом. Я поздравляю команду соперника с победой. Единственное, что, конечно, когда судьи судят матч, можно в 3 метрах разобраться, кто нарушал правила. Они вот такие повешивают наушники и все. Но нарушают правила Евдокимов в 3 метрах. Показывают карточку, ни в чем не виноватому Легчили. В этом эпизоде-то не было, там мимо пробегал. Ну что это? У нас Евдокимов забивает гол чистый Динамо Минск. Ему показывают карточку. Что в федерации делается? 4 судьи, нарушение возле бокового арбитра. Ты не видел, кто подножку поставил? Может так надо, может я... А так, в принципе, хороший матч. На замену Легчильна на ровном месте оступился. Что случилось? Насколько серьезно? Раз не смог продолжить матч, наверное, все-таки должно пройти время, завтра там, сделать какие-то, может, МРТ, раз он Леша не смог продолжить матч, поэтому, плюс-минус, судя по тому, как он по поведению в раздевалке, то выход с Динамо Брестом 50-50. Для нас, конечно, потеря, хороший сезон проводит. Комментарий каков. Тяжелейшая игра в Бресте, дорога тяжелейшая, 2 дня прошло, и, в общем-то, сегодня и дождик полил, поле тоже было такое, скажем, да, непростое. Плюс изменения в составе по разным причинам вызваны, поэтому очень важные 3 очка, очень важные, и, в общем-то, и изменения, и тяжелая игра в Бресте, но содержание было хорошее, я доволен, как и двигались, и создавали моментов, уйму моментов, помимо пенальти, поэтому очень довольны 3 очкам. Плюс надо отдать должное Гродно, до конца сражались, обыграли очень непростую команду, которая тоже пыталась играть в футбол, навязывала свою какую-то волю, поэтому вдвойне приятно обыграть такого тяжелого соперника, скажем. Вячеслав Новицкий, футбол. Почему Скавыш не попал в заявку? Скавышем мышечный спазм после игры в Бресте. Он очень энергозатратный, объемный матч там провел. И учитывая, какая концовка нас ждет, и осень, и холодную погоду, мы не могли рисковать его здоровьем, не потерять его на продолжительное время, тем более у нас 20 человек в обойме, есть кому играть, и, в общем-то, сегодня ребята качественно его заменили. Сорока, 2-й матч не проходит состав, он проигрывает конкуренцию? Нет, у него, к сожалению, после игр против Городей с той же Астаной обострилась его проблема с суставом. То есть было повторное МРТ сделано, и там есть вещи, которые требуют еще лечения.